В Уфе названы победители республиканского конкурса «Предприниматель года». В числе лучших и сибайский бизнесмен. Не зная прошлого, нельзя понять настоящее и предвидеть будущее. В городе реализуется федеральный проект «Дорогами Отечества». Хрупкие девушки и контактный вид спорта. В городе прошло первенство по баскетболу среди студенческих команд. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. Студия Диана Кириллова. Здравствуйте. Накануне в Уфе назвали имена победителей республиканского конкурса «Предприниматель года 2017». В этом году лидеров наградили в 11 номинациях. К 7 традиционным прибавился лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив, а также 3 спецноминации. Среди победителей республиканского конкурса «Предприниматель года 2017» и представитель Сибая Сергей Чулков, возглавляющий художественную мастерскую «Каром». Он был признан лучшим предпринимателем года в сфере производства среди микропредприятий. Специалисты мастерской изготавливают из яшмы часы, шкатулки, письменные приборы, вазы, шахматы и картины. Необыкновенные панно, вазочки с цветами, различные декоративные предметы интерьера. Эти и другие произведения из натурального камня ежедневно появляются на свет в стенах «Каро». Среди заказчиков мастерской – Госдума Российской Федерации, Эрмитаж, Госсобрание Курултая Республики Башкортостан и Центробанк России. Добавим, что награда «Предприниматель года» ежегодно вручается в сфере малого и среднего бизнеса. По словам организаторов, при подведении итогов в первую очередь рассматривались экономические показатели – выручка, прибыль, количество сотрудников, заработная плата и размер уплаченных налогов и сборов. К другим новостям. Чтобы не предать нашу историю забвению, стоит начинать с малого, а если быть точнее, то с погружения подрастающего поколения в атмосферу прошлых лет, когда шло становление страны как великой державы. Заслуги жителей Сибая, которые ушли на фронт в далеком 1941 году или же остались на страже тыла, были озвучены на экскурсии для детей в рамках программы «Дороги Отечества». О том, как реализуется федеральный проект, расскажет Екатерина Марочкина. Рассуждений на тему патриотизма немало, но однозначным остается то, что любовь к родительскому дому является основой любви к родине. Благодаря насыщенным мероприятиям в рамках Всероссийской образовательной патриотической программы «Дорогами Победы» сибайские школьники смогли прочувствовать далекие события военной эпохи. О вкладе в великую победу жителей Горняцкого поселка и зарождении города ребята узнали из многоуровневой экскурсии. Для участников проекта помладше городским краеведческим музеем подготовлены материалы для изучения краеведения, флоры и фауны нашего региона, а также занимательные экскурсии. К таким экскурсиям отношусь хорошо очень. Я очень много узнал нового. Узнал, как сражались защитники наши. Это очень полезно для нашего поколения, чтобы узнать поближе свою историю и как другие относились к своему патриотизму. Я поняла, что наш народ очень силен, и я патриот нашей страны. Проект «Дороги Победы» был запущен еще в 2014 году Министерством культуры совместно с Министерством образования и науки при поддержке Федерального агентства по туризму. Цель запуска – сохранить культурно-исторические традиции, приобщить детей и молодежь к истории страны и регионов, воспитать чувство патриотизма. Наш город при поддержке администрации депутатского корпуса в числе первых по республике принял участие в этой программе. Все заметили, в городе у нас ездит брендированный автобус с символической символикой. Школьников забирают непосредственно с общеобразовательных учреждений. Они посещают обелиск «Вечный огонь», где могут отдать память героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После этого они посещают наш знаменитый Сибайский краеведческий музей, где знакомятся с историей города, с его жителями. После окончания посещения музея они едут на карьер, где экскурсовод в доступной форме рассказывает о том, как становился наше градообразующее предприятие города, как добывается руда, как она перерабатывается. В этом году мы планируем охватить около 2000 школьников. На данный момент, насколько мне известно, проехало уже более 1500. В свою очередь хочу отметить, что для школьников эта акция проводится абсолютно бесплатно. Все расходы на себя взяло Российское военно-историческое общество.
Следует отметить, что вклад в формирование гражданской осознанности – это долгосрочные инвестиции. Результатом сегодняшних образовательно-патриотических программ станет незыблемая уверенность в безопасности будущих поколений. Все равно со временем молодому подрастающему поколению необходимо напоминать об отголосках этой войны жестокой. Если мы будем знать свое прошлое, мы будем знать и свое будущее. Это позволяет людям, детям в первую очередь, впитать в себя культуру воспитания, культуру нравственности, патриотизм. Дети знакомятся не только, они узнают о своей родной земле, о Сибае. Среди горожан есть те, кто спустя многие года не задумывался, чьи имена высечены в памятных табличках в Парке Победы, что за капсула заложена в городе с письмом потомкам, благодаря чьей инициативе были открыты подземные разработки. И печально, что в повседневной суете кто-то никогда не был на смотровой площадке главного трудового достижения нашего города – карьере. А теперь мы это можем узнать у наших детей. Екатерина Марочкина, Радмира Сингулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Сибайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора об обеспечении несовершеннолетнего ребенка лекарственным препаратом, а также по иску о возложении обязанностей по предоставлению бесплатных молочных продуктов детям до 3 лет. Подробнее в интервью помощника судьи Азамата Хунафина. В первом случае прокурор обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетнего ребенка, просил обеспечить ребенка лекарственным препаратом, так как в бесплатном предоставлении лекарства было отказано. В ходе рассмотрения дела суд установил, что по жизненным показаниям ребенку необходим лекарственный препарат для принятия в регулярном режиме. Нерегулярное принятие препарата ведет к прогрессированию заболевания. Кроме того, непринятие мер ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка. По итогам рассмотрения суд обязал Центральную городскую больницу выписать рецепты для получения лекарственного препарата и направить заявки по бесплатному обеспечению ребенка указанными препаратами. Кроме того, суд обязал Министерство здравоохранения Республики Башкортостан принять меры по бесплатному обеспечению ребенка лекарственными препаратами. Во втором случае прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетних детей, просил обеспечить бесплатно детей продуктами детского питания. По итогам, в ходе рассмотрения дела суд установил, что дети из семей являются малоимущими и имеют право на бесплатное получение продуктов детского питания. С июня 2017 года дети не обеспечиваются продуктами детского питания, в связи с чем суд признал обоснованным требование прокурора и обязал Центральную городскую больницу города Сибай выписать рецепты для получения бесплатно продуктов детского питания. Кроме того, также обязал Министерство здравоохранения Республики Башкортостан обеспечить детей продуктами детского питания. Проект городского общества инвалидов, направленный на профессиональное обучение и психологическую адаптацию к трудовой деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья, стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов. Его старт состоялся накануне в Сибайском колледже строительства и сервиса. Подробности в материале Ирины Оренбургиной. В условиях современного общества проблемы профессионального становления и трудоустройства инвалидов становятся все больше актуальными. В настоящее время много внимания со стороны государства уделяется проблеме обеспечения доступа инвалидов к профессиональному образованию. Этим обусловлена и поддержка соответствующих проектов Фонда президентских грантов. В их числе оказался и проект, представленный на конкурс городским обществом инвалидов. Это дополнительное профессиональное обучение и психологическая адаптация к трудовой деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Работа сибайцев стала победителем в направлении поддержки проектов в области науки, образования и просвещения. У нас радостное событие сегодня. В фонде президентских грантов мы стали победителем второго конкурса и 2017 года. И 22 ноября был объявлен
чьи проекты прошли по гранту, и мы получаем средства Сибайской городской организации для реализации проекта. Проект очень интересный. Этот проект будет реализовываться в колледже строительства и сервиса. Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья будет осуществляться на учебно-производственной базе Сибайского колледжа строительства и сервиса. Именно здесь и состоялся накануне круглый стол, ознаменовавший запуск данной программы. На мероприятие были приглашены представители администрации, социальные партнеры, взрослые дети с ограниченными возможностями здоровья, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов. Реализация гранта намечена на базе Сибайского колледжа строительства и сервиса. Это связано с тем, что в нашем колледже имеется достаточно хорошо оснащенная учебно-производственная база для обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. Это по профессии оператор швейного оборудования, швея, портной. На сегодняшний день по данной профессии у нас обучаются как лица с ограниченными возможностями и на очном отделении, и в вечернее время. Этот грант позволит более расширить нашу производственную базу и предоставить более лучшие условия для подготовки лиц с ОВЗ. И наш колледж еще заинтересован в дальнейшем трудоустройстве тех лиц, которые получат данную профессию на базе нашего колледжа. Далеко не каждый инвалид, нуждающийся в трудоустройстве, владеет специальностью, пользующейся спросом на рынке труда. А такая организация профессиональной реабилитации в процессе получения образования помогает освоить новую профессию, закрепиться на рабочем месте и самореализоваться как личности. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И к новостям спорта. В Сибае состоялось открытое городское первенство по баскетболу среди девушек, учащихся средних, специальных и высших учебных заведений. О том, как укротить баскетбольный мяч утонченными женскими пальцами, в нашем следующем сюжете. Национальные внешние качества женщин Зауралья говорят об утонченности и нежности. Баскетбольный мяч и спортивная площадка, погруженные в атмосферу конкуренции, диссонируют с привычным девичьим образом. Покоряя путь возрождения женского студенческого баскетбола, команды столкнулись хрупкими плечами в спортивном зале Сибайского института БГУ на открытом городском первенстве. По словам Фанили Аминева, преподавателя кафедры физической культуры СиБГУ, студенческий спорт требует к себе особого внимания, и подобные турниры должны заинтересовать молодежь города в спортивном профессиональном развитии. Мы хотели бы здесь увидеть самых лучших спортсменов, которые бы представляли свои регионы, свои города именно в баскетболе. Но мы хотим возродить баскетбол именно начиная от средних специальных учебных заведений. После серии игр определились фавориты. Финальные встречи на баскетбольной площадке состоялись накануне. По итогам победителем городского первенства среди студенческих команд стала сборная СиБГУ. На втором месте девушки из педагогического колледжа. И тройку лучших баскетболисток города замыкают представители Сибайского многопрофильного профессионального колледжа. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Впереди выпуск программы «Атмосфера кино». Оставайтесь с нами.